В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутии утвержден указ, содержащий изменения сроков охоты на животных. 26-е пленарное заседание Илтумен Республики началось сегодня. Школьники и учителя Алдана присоединились ко Всемирному дню здоровья. Сроки охоты на животных утвердили в Якутии. Так появилась возможность передвигать сроки на Турпана с 29 мая по 4 июня. Охота на лося начнется с 15 сентября по 25 декабря. Также увеличили срок охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря. На дикого северного оленя сроки уменьшили. Они начнутся с 1 августа по 31 января следующего года. На взрослых самцов косули разрешено охотиться с 20 августа по 20 сентября. С использованием петель можно охотиться на зайца-беляка. Кроме того, на селезней и уток весной можно охотиться до 30 дней. Так, в центральных, заречных и южных группах районов сроки охоты на эту птицу установлены с 21 апреля по 20 мая. В Вилюйской группе части северных районов с 24 апреля по 23 мая. В Илтумене представлены кандидатуры Дмитрия Берникова и Дмитрия Садовникова на назначение на должность первого заместителя председателя правительства региона. Сегодня началось 26-е пленарное заседание Илтумен Республики. В течение 2 дней депутаты рассмотрят около 40 вопросов. Дмитрий Берников указом главы региона с 12 ноября 2020 года исполняет обязанности первого заместителя председателя правительства республики. Он курирует вопросы строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. А Дмитрий Садовников исполняет обязанности первого заместителя председателя правительства региона с 12 марта этого года. Он курирует блок развития инфраструктуры республики. О результатах голосования сообщим в следующих выпусках новостей. С 1 апреля закрыт автозимник на Усть-Кут. Местное отделение управления материально-технического снабжения теперь готовится к навигации. Руководство компании «Алроса» держит этот вопрос на контроле. Рабочая группа побывала в населенном пункте и проверила готовность подразделений к приемке груза для навигации. На этих причалах через месяц начнется работа. Зимний завоз завершен. Усть-Кутское отделение МТС готовится к навигации. Проверка готовности – обязательный пункт. Груза этим летом будет больше – 300 тысяч тонн. Ровно половина – топлива, вторая часть – сухогрузы. Коллектив об увеличении нагрузки предупредили. Усть-Кут является нашими воротами. Сюда приходят все наши грузы по железной дороге, автотранспортом и потом перегружаются на реку. Фактически очень важно, чтобы эти ворота работали очень четко, чтобы принимали груз, отправляли груз, потому что в противном случае производственные площадки на севере не получат необходимых ресурсов. Отправка грузов летом только по воде. Перевозчик «Алроса Лена» закончил плановый ремонт и подводной части судов. Выполняли работу своими силами. В ремонтных цехах новое оборудование. Вот на этом станке делают наплавку металла на изношенные узлы теплохода. А здесь обрабатывают габаритные детали – грибные валы. На них держатся винты движительного механизма. Их уже вернули на место после ремонта. За работу отвечают команды теплоходов. Заменили левый новый винт, поставили, поправили правый винт. Все это успели вовремя. Закрыли подводную часть. Сейчас занимаемся пожарным баком-тушения меняем. Ну, самое главное, что я слышу, что там неделя, даже 2-3, что навигация, все успеваете, все готово. Поэтому это самое главное, да, что основной ремонт, он закончен. Готовы к навигации и партнеры компании. Это нефтебаза, перевалочный пункт для топлива. Отсюда оно уходит на север. Готовность принять нефтеналивной груз партнеры подтвердили. На этом этапе нефтепродукты проходят дополнительную экспертизу. У нефтебазы есть своя лаборатория. То есть проверяем качество нефтепродукта, когда приходит к нам вот дизельное топливо либо бензин, и уже смотрим, есть оно соответствует качеству, либо не соответствует. Если что-то идет не так, то сообщаем руководству и дальше мы принимаем решение. Компанию такой контроль устраивает. Сейчас партнеры составляют графики подачи составов с различными видами топлива для их отгрузки на нефтеналивные плавсоставы. Они пойдут сразу за ледоходом. Олеся Васева, Ксения Некрасова, Виктор Горелов. Телеканал «Алмазный край».
137 квот запланировано по программе «Земский доктор» в этом году в республике. Из них врачей 110, фельдшеров 27. В программу также включаются акушерские и медицинские сестры. Таким образом, будут охвачены все уровни оказания медпомощи. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 8 лет привлечены 932 специалиста, 702 из которых были направлены на работу в сельские поселения. В Арктику выехали работать 193 врача и 74 фельдшера. Напомним, с прошлого года в регионе размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселке городского типа села и рабочие поселка, получают по 2 миллиона рублей, фельдшера по 1 миллиону рублей. А врачам, приезжающим в города с населением до 50 тысяч человек, предусмотрено по 1 миллиону рублей и фельдшерам 500 тысяч рублей. Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, одна из задач национального проекта здравоохранения. Волонтеры-медики совместно с Северо-Восточным федеральным университетом сегодня проводят фестиваль. Он посвящен Всемирному дню здоровья. Ключевой темой мероприятия является здоровый образ жизни. На фестивале организованы несколько центральных площадок, за которыми закреплены такие консультационные врачи, как онколог, окулист, нарколог и терапевт. Там же можно сдать тесты на ВИЧ, гепатиты Б и С. А также есть станции, благодаря которым можно сбалансировать свой сон, питание, в целом все то, что отражает аспекты здорового образа жизни. Наш фестиваль вообще проводится в СВУФУ очень много раз, ежегодно. В прошлом году в связи с пандемией, конечно, он выпал, но в рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля мы всегда проводим активно совместно с медицинским институтом, совместно с СВУФУ и многими медицинскими организациями, Минздравом. Вот такие вот фестивали, встречи со школьниками, со студентами и так далее. Ну и сегодня у нас в этом году вот в таком формате, в формате фестиваля «Будь здоров фест» проводится наше мероприятие. Школьники и учителя Алдана также присоединились ко Всемирному дню здоровья. Медработники мобильного центра провели выездные осмотры, а инструкторы и реабилитологи преподали уроки здоровья учащимся начальных классов. Знания почерпнули и наши корреспонденты. У педагогического коллектива школы с углубленным изучением отдельных предметов появилась возможность пройти медицинский осмотр без отрыва от производства. Электрокардиограмма, клинические анализы крови, антропометрия. В школе работал медицинский мобильный центр. Помимо обследования, осмотр включил проверку зрения и консультацию врача-терапевта. Для педагогов, пожалуйста, у нас организован мобильный центр, где сегодня они могут сдать кровь на сахар, на холестерин, пройти кардиограмму, проверить зрение и, естественно, получить квалифицированную консультацию у врача. Выездная работа мобильного центра была приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В Алданском районе здоровью и профилактике будет посвящена неделя. В трудовых коллективах медработниками запланированы различные мероприятия. Выход на предприятие, это проведение санпросветработы, проведение открытых дней здоровья для населения, которые могут прийти в поликлиники нашего района и получить информацию о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, пройти вакцинацию по национальному календарю прививок и пройти минимум или максимум исследований, которые возможно провести в эти дни. Не похожим на учебные будни выдался этот день и для учащихся первых и вторых классов. Вместо физкультуры для ребят был проведен урок здоровья. Под руководством инструктора ЛФК дети освоили комплекс лечебных упражнений. Гимнастику и игры предварила небольшая викторина. Что для здоровья вредно, а что полезно, юные алданцы знают. Еще раз напомнить ребятишечкам, что здоровье начинается с профилактики. Чтобы не возникло заболевания, чтобы детки у нас были здоровые, больше времени проходили на воздухе, правильно питались. Ребятки разбираются и в продуктах разбираются, и в витаминах разбираются, и знают, что вредно. Но такие лукавые улыбочки вредно, но все равно же. Как сказал великий Гиппократ, многие болезни зависят от образа жизни. Образ жизни зависит от нас. Последователи учений Гиппократа добавляют, состояние здоровья зависит лишь на 10% от медицины, а на оставшиеся 90% от самого человека. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Оставайтесь с нами.